Служба в армии – нелегкое бремя для всех молодых людей, но пройти через этот институт мужества необходимо каждому, как бы тяжело ни было. Нужно быть готовым расстаться с близкими и друзьями и полностью изменить жизнь на определенный период. Армейский год – это 365 дней тренировок, обучений и вызовов самому себе. Не ударить в грязь лицом и с честью пройти путь военнослужащего. Именно эти слова звучали в напутственной речи представителей городской администрации, военного комиссариата, общественных организаций ветеранов боевых действий, участников локальных войн, вооруженных столкновений и представителей духовенства. Ваше дело действительно такое благородное и священное – защищать свою страну, свою родину, и постарайтесь поэтому отнестись вот к этому обучению, к службе в вооруженных силах со всей ответственностью, проявляя там послушание и усердие. Сегодня на службу отправились 20 новобранцев. Среди этого числа 8 парней из Сибая. Все больше юношей самостоятельно приходят в военкомат и обращаются с просьбой направить их в вооруженные силы России. Так и Никита Гордеев изъявил желание отдать долг родине сразу же после окончания школы. Служить в армии – его давняя мечта, ведь это огромная честь – быть защитником своего отечества. Сегодня уходим в армию, наконец-то. Хочу служить. Желательно в элите, ничего кроме. Только элита. Чтобы не зря год прошел. А то сейчас уходят и говорят, скучно. А я не хочу такого. Хочу служить нормально. Последние минуты вместе с родными, слезы матерей, радости и печали одновременно. Мама одного из призывников, Ольга Кузнецова, гордится, что ее сын станет защитником Родины, но и тоску от приближающегося расставания скрыть не может. Сегодня провожаю своего сына, Кузнецова Дениса Юрьевича. Для меня сегодня и радостный, и грустный день. Он закончил школу и так мечтал служить в вооруженных силах Российской Федерации. Я надеюсь, что он службу пронесет достойно, что у него все будет хорошо, и пусть всех наших призывников хранит Господь, чтобы мы с честью выдержали эту службу. В последнее время престиж службы в армии возрос. Юноша становится мужчиной, воспитывая в себе силу духа, профессиональные качества, хорошую физическую подготовку. Кроме этого, обеспечивая себе в будущем возможность устроиться на хорошую работу, например, в госслужбе или правоохранительных органах. Защита Отечества – удел настоящих мужчин. Уже через год провожающие будут встречать истинных воинов, с честью исполнивших свой долг перед государством. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.